Здравствуйте! Это информационный выпуск «Сегодня». В студии Олег Плиев. Смотрите в выпуске. В Москве прошли Дни осетинской культуры. На завершающем концерте в Большом театре с приветственным словом обратился президент Алан Гаглоев. В честь 165-й годовщины со дня рождения основоположника осетинского литературного языка Коста Хитагурова состоялись конные скачки. Местом проведения состязаний стало село Хитагурово Цхинвальского района. В Юго-Осетинском государственном университете прошла конференция «Актуальные проблемы кавказоведения», посвященная профессору Юрию Гаглойту. В Москве завершились Дни культуры Осетии. С приветственным словом к зрителям на завершающем концерте в Большом театре обратился президент Алан Гаглоев. Он отметил, что юбилейные даты, к которым приурочены Дни культуры Осетии в Москве, значимы для всех осетин. На сцене Большого театра вновь объединились две части Осетии, чтобы представить свою культуру во всей красе. Подробности далее. В Москве завершились Дни культуры Осетии. Кульминацией программы стал концерт мастеров искусств на исторической сцене Большого театра. Открыл программу вечера маэстро Валерий Гергиев и симфонический оркестр Большого театра. Концертно-театрализованное представление, в которое вошли более 30 номеров, охватило наиболее важные вехи истории осетинского народа. С приветственным словом к присутствующим обратился президент республики Алан Гаглоев. Он отметил, что юбилейные даты, к которым приурочены Дни осетинской культуры, значимы для всего осетинского народа. Дни культуры Осетии в Москве связаны с знаковыми историческими вехами, наполненными глубоким символизмом. Хочу особо подчеркнуть, что спустя 250 лет после вхождения Осетии в состав российского государства, представители севера и юга Осетии сегодня вместе отмечают память эпохальной даты. Это наглядное подтверждение единства народа Осетии, восприятия выбора, сделанного нашими предками. Алан Гаглоев также особо подчеркнул роль России в становлении государственности Южной Осетии. При этом президент добавил, что в эту эпоху перемен Россия уверенно и последовательно продвигается по пути свободного и суверенного развития, в основе которого самобытность, традиционные ценности, уважение к национальной культуре и обычаям. Как и в далеком X веке, когда Алания принимала православие в качестве государственной религии, выбор добровольного присоединения к России, сделанный осетинами в 18 столетии, был глубоко и всесторонне продуманным решением, основанным на осознании жизненных интересов, духовной памяти народа и ощущением близости к тому цивилизованному пространству, центром притяжения которого была и остается Россия. Алан Гаглоев пожелал всем присутствующим благополучия, добра, новых высот и ярких достижений, завершив свое выступление словами великого Коста Хитагурова. Председатель Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко подчеркнула, что концерт мастеров искусств демонстрирует многообразие культурного потенциала Осетии. Во все времена осетины отличались мудростью, мужеством, твердым характером, верностью традициям и преданностью своему Отечеству. Осетия внесла значимый вклад в победу в Великой Отечественной войне. И сегодня их наследники героически сражаются на фронтах специальной военной операции, приближая нашу победу. Низкий им поклон.
На исторической сцене Большого театра с триумфом выступил мужской хор при президенте Южной Осетии. Коллектив исполнил песню о Зурабе Маккаеве и Дунае Хастун-Тезорак. На сцене Большого театра легендарный ансамбль «Симт» представил аланский танец и остинский перепляс. Впервые на сцене Большого театра вместе выступили солисты двух братских коллективов, в очередной раз продемонстрировав всему миру единство двух частей Осетии. В масштабном культурном празднике приняли участие Вано Бекоев, Вероника Джиоева, Феликс Сарикати и другие знаменитые артисты. Валерий Гергиев был удостоен звания Герой труда Осетии, а лучшим солистам республиканских коллективов передали медали во славу Осетии. Зарина Кочиева, Айда Кочиева. Информационный выпуск сегодня. В Москве прошла встреча президента Южной Осетии Алана Гаглоева с первым заместителем секретаря Совета безопасности России Рашидом Нургалиевым. Об этом сообщает пресс-служба главы республики. Гаглоев и Нургалиев обсудили вопросы повышения обороноспособности республики и обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности. Кроме того, в ходе встречи обсуждались вопросы развития российско-южноосетинских отношений в различных сферах. Президент Алан Гаглоев поздравил работников и ветеранов налоговых органов с профессиональным праздником. В поздравлении, в частности, говорится: «Поздравляю вас с профессиональным праздником. Ваш труд является основой стабильности в республике. Вы вносите неоценимый вклад в создание условий для развития бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности Южной Осетии, что в свою очередь способствует росту благосостояния и качества жизни наших граждан. Уверен, что и в будущем вы будете с честью и достоинством выполнять поставленные перед вами задачи, внедряя современные методы работы и совершенствуя свою деятельность во благо Отечества. Мира и добра вам и вашим близким». Конец цитаты. Мероприятия в связи со 165-й годовщиной со дня рождения Куста Хитагурова продолжаются. В селе Хитагурово Цхинвальского района прошли конные скачки. Несмотря на препятствия в виде мягкой почвы после дождя, все участники состязания справились с задачей. Скачки проходили в два этапа. В первом участвовали породы, завезенные в республику, а во втором – местные породы лошадей. Победителей наградили кубками, медалями и грамотами, а участники уже ждут новых состязаний. В селении Хитагурово Цхинвальского района состоялись конные скачки, организованные в рамках праздничных мероприятий в честь 165-летия со дня рождения великого Куста Хитагурова. Организатором скачек выступил отдел по делам молодежи и спорта администрации Цхинвальского района при поддержке конно-спортивного клуба Южной Осетии. Состязания проводятся второй год подряд. Мы хотим день города, парад, наши праздники, алкамдар, шамай участвовать к нам. Кацална город разморозно, это же интересно и красиво. Махада грогай бодом бахал, гацлайф астамаворзен, махишан маличный бахтай мана уже 2 года, 2 бахманади, артекагеран нуджуройстон, увлекаюсь очень сильно. Скачки прошли в 2 этапа. Лошади проскакали дистанцию в 1,5 километра. И, несмотря на мягкую почву после недавнего дождя, справились с ней прекрасно. По итогам первого этапа скачек с участием породистых лошадей бронза состязания была определена за Сусланом Загоевым. Вторым пришел всадник Аслан Плеев. Первым финишную черту на породистом кабардинце по кличке Джигит пересек Азамат Плеев. Вторым этапом прошли местные скакуны в том же количестве. Бронзу состязаний выиграл наездник Вадим Гаглоев. Второе место, серебро соревнований, было определено за Эдуардом Кукоевым. А победителем этапа скачек с участием скакунов местных пород стал Сармат Хасиев. Победители и призеры конных скачек были награждены кубками, медалями и грамотами.
Молодец, молодец, молодец. Поздравляем. Победитель забега Азамат Плиев увлекается лошадьми с детства. Знает про них буквально все. Несмотря на молодой возраст, Азамат наездник со стажем. Он постоянный участник и призер многих конных скачек. Улучшить результат организаторы и наездники конных скачек намерены при первой же возможности. Они считают, что такие соревнования надо организовывать почаще, привлекая больше внимания к этому виду спорта. Эльвира Тибилова, Альдина Чхоева, Оксана Татаева. Информационный выпуск сегодня. В столице Южной Осетии проходит научная конференция «Социолингвистические проблемы иранских языков. Осетинский язык». В связи с этим в Схинвал прибыли ученые из Института языкознания Российской академии наук. Группа ученых посетила научно-исследовательский институт имени Захария Ванеева, где их тепло поприветствовали и поделились подробностями о работе института. В рамках международной конференции «Социолингвистические проблемы иранских языков. Осетинский язык» группа российских ученых Института языкознания Российской академии наук прибыли в нашу республику. В фокусе внимания конференции широкий круг социолингвистических вопросов ираноязычного ареала. И особое внимание будет уделяться исследованиям, посвященным осетинскому языку. Ученые посетили и научно-исследовательский институт имени Захария Ванеева. Их поприветствовал директор института Роберт Гаглоев и отметил, что прибытие в нашу республику ученых такого масштаба – хорошее дело. Очень много вопросов у нас не к вам, а к нам самим в связи с вот этими вопросами, связанными с иранистикой. Вот когда мы с Александром на эту тему говорили, как-то был такой момент, когда не очень верилось, что вот вы вот в таком количестве, в хорошем смысле этого слова, можете приехать к нам. Это вот за постсоветское пространство первый раз вот такая делегация к нам приехала с Российской Федерации. Большое вам спасибо. Почему? Потому что каждый раз наших коллег, это воспринимается не только нами, но и всем нашим обществом. Не научным, а вообще обществом. Да. Роберт Гаглоев рассказал и об истории института. Он также отметил, что на сегодняшний день научно-исследовательский институт нуждается в молодых кадрах. Если в советское время докторов наук было 7, то на сегодняшний день количество снизилось до 2. И эти доктора по новейшей истории Осетии и археологии. Сейчас, если говорить про историю института, у нас в советское время, что мы гордились этим, маленький такой институт и нехватка кадров, фактически кадров не было. Потому что очень много вариантов связано после того, как не стало СССР, к сожалению. Значит, у нас есть отдел осетинского языка, отдел истории осетинской литературы, отдел этнографии, этнологии, отдел археологии, и вот этот отдел, который у нас, отдел новейшей истории, и отдел, который связан с экономикой. Ученый-секретарь научно-исследовательского института профессор Зоя Битарова от имени руководства института вручила ученым книги юго-осетинских ученых. Она подробно рассказала о каждом учебнике. Такое слова российского языка. Тут слово прямо дается на осетинском, потом переводится на русский. Ну, дается это предложение, конечно же, на осетинском. Они не переводят уже на русский. И вот это у нас сейчас 3-й том, вот мы сейчас только получили. Хотя с 2015 года ждали, ну, наконец получили 3 тома, 4-й том будет готовить. Над этим словарем работали 63-го года. Ну, пока макет, потом студенты собирали, я лично студентка тоже писала вообще. Вот эти все предложения нам поручали и делали вот это все. Безусловно, очень ждем того, чтобы 4-й том тоже в ближайшее время выйдет. Гости поблагодарили принимающую сторону за теплый прием и отметили необходимость развития сотрудничества. Работа конференции завершится сегодня. Алена Утаева, Владислав Пащенко, Оксана Татаева. Информационный выпуск сегодня. В ЮОГУ также прошла конференция, но уже в связи с 90-й годовщиной со дня рождения профессора Юрия Гаглойта. Кавказовед и алановед профессор оставил большой вклад в историческую науку Осетии. На конференции «Актуальные проблемы кавказоведения» обсудили научную деятельность Юрия Гаглойта. Также для присутствующих от имени президента Алана Гаглоева прозвучал приветственный адрес.
К 90-летию видного кавказоведа и алановеда профессора Юрия Гаглойты в Югостинском госуниверситете прошла научно-практическая конференция «Актуальные проблемы кавказоведения». Научное событие собрало представителей руководства республики, парламента, профессорско-преподавательский состав сотрудников научного учреждения. От имени президента Алана Гаглоева приветственный адрес зачитал госсоветник главы государства Батрац Бегизов. С первых шагов научной деятельности Юрий Сергеевич проявил глубокую любознательность и негасимую страсть к изучению истории нашего народа. Его работы стали основополагающими для множества направлений. И труд его объединил в увлекательной теории, которая продолжает оказывать влияние на новое поколение ученых. Бесценный вклад Юрия Гаглойты в историческую науку Осетии подчеркнул ректор ЕУГУ Вадим Тедеев. Он выразил благодарность всем присутствующим за сохранение памяти о великом ученом. Юрий Сергеевич Гаглойта – это уникальный случай в истории Южной Осетии, уникальный случай в истории нашего высшего образовательного заведения. Научное наследие, которое оставил после себя Юрий Сергеевич, оно вселяет в нас надежду, что еще долгие годы наши оппоненты ничего не смогут сделать в сторону исторической лженауки, и наша история будет всегда именно нашей историей. С приветственным словом выступил директор научного института Роберт Гаглойта. Он отметил, что роль Юрия Гаглойта в отечественной науке невозможно оценить. Фундаментальные, основанные на обширном фактическом материале исследования ученого, стали классикой исторической науки. Вне зависимости от того, кто и насколько знаком с трудами нашего известного ученого, кто был знаком с ним лично, мы являемся свидетелями жизни человека, опять-таки с большой буквы я повторяю, считающегося и сегодня примером наставника, примером яркого образца представителя научной и педагогической сферы. Профессор кафедры философии Югостинского госуниверситета Костат Зугаев выступил с докладом о жизни и научной деятельности Гаглойты. Он подчеркнул большую роль профессора в изучении вопросов геноцида осетин прошлого столетия и грузино-югостинского конфликта 1989-2008 годов. С началом грузинской агрессии положение Южной Осетии сильно осложнилось. И Юрий Сергеевич активно включается в борьбу на научном фронте. Только в 1989 году вышло несколько его статей, касающихся проблем этнической истории осетин, в том числе, кстати, о национальном флаге. В 1991 году на первой международной конференции по осетиноведению Юрий Сергеевич выступил с докладом «Начальный этап этногенеза осетин». Профессор Людвиг Чибиров отметил вклад Гаглойты в нартоведение. Ему принадлежат десятки трудов, по достоинству оцененных в мировом научном сообществе. Сергеевича мы знаем как алановеда, но мало он известен как нартовед. Тем более, что вот в этой области, по моему личному мнению, он добился гораздо большего, нежели в алановедческом искусстве. Заслуженного деятеля науки Республики Южная Осетия, кавалера множества орденов Юрия Гаглойты не стало в 2022 году. Один из ярчайших представителей науки Осетии посвятил жизнь делу изучения этнической истории осетин, тем самым оставив яркий след в научной жизни. Стелла Бязарова, Рауль Кочев, Фатима Кумаритова. Информационный выпуск сегодня. Во Дворце детского творчества прошло мероприятие, посвященное 165-летию со дня рождения Коста Хетагурова. На сцене воспитанники дворца декламировали стихи великого осетинского поэта. Также демонстрировали постановки по мотивам произведений Коста. Подробности в сюжете Елены Газаевой. Во Дворце детского творчества отметили день рождения Коста Хетагурова. В ярком праздничном мероприятии, посвященном 165-летию со дня рождения великого осетинского поэта, драматурга и художника Коста Хетагурова, участвовали воспитанники дворца. На сцене ребята с энтузиазмом рассказывали стихи Хетагурова. Он был открытым и свободным для честных искренних сердец. Он был поистине народным, поэт, художник и борец. Это мероприятие стало не только данью памяти великому Осетинскому дворцу, но и важным шагом в воспитании детей, формируя у них любовь к литературе и культуре своего народа.
Особое внимание привлекли инсценировки, в которых дети воспроизводили известные произведения, показывая талант и креативность. Таким образом, праздник во Дворце детского творчества вновь подтвердил: наследие Костахи Тагурова живет в сердцах молодого поколения, вдохновляя детей на творческие достижения. Лена Газаева, Азамат Кудзев, информационный выпуск сегодня. Далее прогноз погоды на завтра. В республике завтра переменная облачность и дожди. В Знаурском районе днем плюс 14, ночью плюс 10. В Дзауском районе днем плюс 13, ночью плюс 9. В городе Квайса днем плюс 9, ночью плюс 7. В Лениногорском районе днем плюс 13, ночью плюс 9. В Цхинвале же днем плюс 14, ночью плюс 11. У меня на этом все. Всего доброго. До свидания.